Зачем нужны астрологи? Влияют ли на нас планеты и где проходила первая в истории церкви Спартакиада? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». У нас два затмения – 9 марта и 23 марта. Вам стоит очень внимательно наблюдать за тем, что произойдет с вами в этот промежуток между затмениями. И помните, что это время больше для переосмысливания, чем для каких-либо активных действий. В мире не найдется ни одного человека, который не знал бы, кто такие астрологи. Но немногим известно, что 20 марта люди этой профессии отмечают свой профессиональный праздник под названием «Всемирный день астрологии». Идея этого праздника возникла в конце 20 века, и принадлежит она западным астрологам. Указанная дата означает начало астрономического и астрологического года. Первые гороскопы найдены еще в Древнем Египте в виде папирусов, 5 век до нашей эры. Как астрология как таковая, уже гороскоп, это уже датируется 3 веком до нашей эры. И в основу астрологии легли такие науки, как астрономия и психология. Астрология говорит о влиянии на жизнь и судьбу человека небесных тел – Солнца, Луны, планет, в зависимости от их положения относительно зодиакальных созвездий. Всем давно известно влияние планет, популярное. Известно, что влияние Луны, приливы, отливы. Люди метеозависимые подвержены влиянию той же самой Луны. Вот еще в Древнем Египте заметили, что это каким-то образом связано с расположением, как тогда говорили, звезд на небе. А сегодня мы говорим языком астрономии, наукой, которая изучает движение планет по небосводу, что это влияет на людей. А раз влияет на человека, значит, влияет на какие-то события, которые происходят на Земле. Мне очень все это интересно. Дочка у меня очень интересуется. Это же наша жизнь. Мы же все из космоса, все связаны. Астрологически можно предположить, что мы находимся в Солнечной системе же, и, в принципе, эта Солнечная система, эти планеты влияют на всех нас. И самое интересное, если глубже посмотреть, мы все и есть эти планеты, которые просто притворяемся людьми. Мы как бы являемся реинкарнациями планет. То есть планета превращается в человека, играет в игру под названием «Жизнь человеческая», к примеру. И зодиак это показывает, какая планета играет. В средние века астрологи обладали значительным влиянием при дворах монархов европейских стран, Руси и арабского халифата. В эпоху Возрождения увлечение астрологией еще более возросло и не спадало во времена реформации. Затем, с началом эпохи Просвещения, начался упадок астрологии, возродившийся лишь в конце XIX века в среде европейских оккультистов. В 20 веке астрология пережила настоящий расцвет вместе со всевозможными оккультными и мистическими течениями. К астрологии чаще всего все-таки обращались, чтобы узнать будущее, чтобы предсказать что-то будущее, но именно глубокое понимание астрологии всегда дает осознание того, что будущего в принципе нету. То есть его можно предположить, но оно изменчиво. Но большинство мировых академий и научных сообществ астрологию наукой не считают. Такой науки не существует. Она вообще не вписывается ни в какие каноны определения науки как таковой. Наука – это система более сложная, чем астрология. Астрология, в общем-то, по большому счету, это искусство. Причем искусство достаточно изощренное, и систем астрологии очень много. С критикой астрологии как разновидности языческого фатализма выступает и христианство. Церковь всегда категорически отрицательно относится к этой лженауке, к этому лжеучению, но почему-то в народе очень глубоко укоренились вот эти вот представления о мире, влияние космических тел на нашу планету, на человека. И специально вот готовясь на днях к этому, я решил посмотреть, что же об этом пишут в интернете, то есть что пишут источники
можно так сказать, светский, да, не церковный. Конечно же, масса рекламы, которой предоставляет даже сейчас курсы по подготовке у специалистов, которые могут как раз этот гороскоп для человека писать. Да. То есть, конечно же, эта организация полностью мошенническая, потому что они учат науки, которые не являются наукой. И даже такой источник, как Википедия, открыто говорит, что это лженаука. Ученый полностью отрицает возможное воздействие, и тем более как-то трактовать, как это может влиять на человека. Ближайшие космические тела, конечно, на человека влияют. Да? То есть Солнце, оно дарит нам тепло, оно разделяет наши сутки на день и ночь, на время года, зиму и лето, но как-либо влиять на характер человека это никак невозможно. Ну, если, конечно, мы видим солнышко, мы радуемся, да, нам весело на душе, но это никак не влияет на нашу судьбу. И само понятие судьбы в церкви тоже отрицается. Негативное отношение церкви к астрологии имеет древние корни. Еще до нашей эры многие астрологи параллельно занимались колдовством и волхвованием, а позже стали непременными помощниками у правителей государств. Правители, им хотелось, естественно, знать, что будет впереди. И хотелось, чтобы кто-то подсказал, потому что на правителе все-таки большая ответственность лежит за то, что нужно делать для будущего, для своей страны, для своего народа. Вот. А поскольку своего личного опыта не всегда хватало, им приходилось как бы искать где-то рядом. Вот. И кто-то вопрошал оракулов. Вот. Но поскольку это простой обман, потому что, как сказать, если взять знаки зодиака и посмотреть на них внимательно, то в любом знаке зодиака можно найти черты своего характера. Сегодня через газетную пропаганду, радиовещание и телевидение мы получаем готовые предписания, рецепты. Что нам делать, а от чего отказаться, что есть и пить, где проводить отпуск, что обуть на ноги, на что потратить свободное время и деньги, тем самым не давая нам самостоятельно жить и решать свои проблемы. А обращаясь к астрологам, мы находим в них поддержку. Мне лично не нравится то, что вот популярная литература, которой вот магазины забиты все, она как бы дискредитирует вот эту помощь астрологическую. Да, на будущее я могу сказать тенденции. Потому что у каждого человека есть в гороскопе описаны какие-то фиксированные события. И они связаны именно с расположением планет в данный момент времени. Но когда он предупрежден, он вооружен. Он может смягчить это событие. Астрологи не только сочувствуют и дают здравомыслящие советы, но также поддерживают чувство собственного достоинства клиента, подчеркивая его возможности в будущем. Это дает клиенту ощущение надежды на то, что его пожелания сбудутся. Самая распространенная просьба – это все-таки проблемы какие-то внутренние, психологические, проблемы со страхами, неуверенностью. Также любовь, нереализованность человека и деньги. То есть человек приходит, все сводится, вообще все проблемы сводятся всегда к одному. То есть это в отношениях в семье. То есть куда бы мы ни копались, все сводится в отношениях. Как в семье взаимодействие происходит у людей, так и в жизни. Мы пользуемся гороскопами частенько, любители этого. Нам очень нравится. Я не считаю, что здесь что-то плохое. Мне кажется, это очень интересно. Кому интересно, тот и обращается. Не обязательно слабые, сильные. Это же не от этого зависит. Я думаю, так. Люди, читая прогноз астрологический на неделю, на месяц, они себя, как сказать, не зомбируют, а программируют на определенный вид поведения. Что вот я бы сегодня сделал так, а вот гороскоп мне говорит, нужно делать вот так и так. Ну, значит, я буду делать так, как мне сказал гороскоп. А кто это сказал? Какой-то дядька или какая-то тетка, которая там по каким-то, табличкам сделала какие-то выводы, и тебе нужно делать вот так и так. То есть человек получается как безвольное существо, которое выполняет чью-то программу, заданную изначально. Сегодня все больше физиологов и психологов включают астрологию в свою практику, и это дает основание широкой публике считать, что астрология имеет признание в научном мире. Многие люди просто считают, что раз астрология так популярна, значит, имеются основания для ее правдивости. Я занимаюсь наукой, которая включает в себя все познанное человечеством, в том числе и астрологию. Поэтому кое-что, да, можно для себя выделить там полезное. Но
можно все менять, да. Жизнь не фатальна. Он может как бы сориентировать вот отправную точку, чтобы человек сориентировался, ответил на вопросы «почему?», так, а не иначе. Но если он разумен, он может все менять. Я сама православная, как бы, но одно другому не мешает, я так считаю. Человек, который верит в единого истинного Бога, он должен понимать, что все остальное – это не нужно, это не наше. Вот. Хотя у нас очень много людей, которые именуют себя православными, носят на себе крест и тут же знак гороскопа. Вот. Здесь уже я в таких случаях стараюсь людям объяснять, что выбор за вами, но что-то из этих двух вещей должно быть убрано. Или крест снимаешь, или знак гороскопа. Многие люди не видят в традиционных религиях средства, способные реально помочь. Поэтому и ищут дополнительные формы духовности. Это связано с тем, что традиционный религиозный путь нелегок, так как требует множества ограничений и большой духовной работы. Астролог как бы берет часть вины за неправедные поступки на себя. Священник же на исповеди будет вести себя совсем по-другому, требуя соблюдения моральных норм. Сейчас, в дни Великого Поста, особенно на это обращаю внимание, почему нам необходимо в эти дни задуматься о своей душе и первым делом что сделать? Прийти в храм, поисповедаться. В чем поисповедаться? В своих собственных грехах. Грехах, которые совершили мы, не кто-либо, не по причине кого-то там или звезд, которые на небе, а совершаем только мы, и мы их вникаемся, и мы в них можем исправиться и больше их никогда не совершать. Поэтому здесь нарушение есть и научного представления о мире, здесь есть нарушение и канонов Святой Церкви, потому что Церковь считает, что человек создан по образу и подобию Божьему, а вместо этого мы начинаем себе приписывать каким-то животным, да, ковным, там, весам, предметам и так далее, но этим самым нарушая. Человек, создавая человека по своему образу и подобию, дал человеку еще волю. И благодаря этой воле человек, конечно же, может свою жизнь строить сам. А когда мы считаем, что какое-то космическое тело влияет на нашу жизнь, то, получается, мы эту волю свою от нее отказываемся. Это, конечно, для человека слабохарактерного там, или как очень хорошо кому-то довериться, да, утром прочитал гороскоп или на год и живи по нему, да, и все. И тут от нас ничего не зависит. Нет. Церковь говорит, что все зависит именно от нас. Небольшую часть традиционно-астрологических знаний можно признать научными. Это в первую очередь астрономические знания о движении планет и развернутая классификация, связанная с описанием психологических состояний, характера и поведения людей, а также классификацией событий. С точки зрения науки это достаточно хорошо исследовано. Такой рода закономерности, влияние звезд именно на вот эти характеристики человека, они отсутствуют. Или в какой-то степени отсутствуют. Но, во всяком случае, не в той степени, в какой степени это интерпретирует астрология. Это достаточно определенные характеристики людей, которые при анализе оказываются не совпадающие с тем, что говорит астрология. Но это нельзя сказать, что все характеристики астрологические не совпадают. Есть такие характеристики, которые совпадают и с характером этого человека, и в какой-то степени с его судьбой. И я бы сказал так, что по большому счету наша судьба, то, что говорим, судьба или карма, она связана со здоровьем человека. И она наследуется через десятки, порой поколений, и все это накапливается и сосредотачивается в одном человеке. Наука, зародившаяся в древности и в 21 веке, не утрачивает актуальности. Число своих поклонников она увеличивает из года в год. По статистике, за последние 2 десятилетия количество тех, кто обращался к астрологам, выросло почти в 2 раза. Психологи же считают, что интерес к гороскопам проявляется у неуверенных в себе людей и, как правило, возрастает в годы экономических потрясений. Это неправильное понимание, что если я приду к астрологу, и он мне скажет, я соломки постелю. Такого не бывает. Если именно устранение проблемы, то это уже не астрология. То есть астропсихология позволяет быстро вычислить и дать какой-то совет. А именно в устранении проблемы, это психологически много техник есть для этого. То есть что-то устранить, то есть это гипнотические техники, техники НЛП, психологические техники. То есть много видов, как можно воздействовать на человека с его естественной помощью, с его одобрением, чтобы что-то изменить у него, решить какую-то проблему на самом глубоком уровне. Не верю
верю, потому что считаю, что от себя больше зависит, чем от этих предсказаний астрологов. Надеюсь на свои силы, чем на астрологические предсказания. В России в астрологию верит более 40% населения. Действует несколько десятков астрологических центров и школ. Мы видим, что основная деятельность астрологов сводится к составлению гороскопов и их толкованию, включая предсказание личной судьбы. Я сразу предупреждаю, что я не гадалка. Люди неправильно воспринимают то, что помогает понять астрология. И поэтому православие, такая вот, как я говорила, бульварная астрология, да, вот такой гадалки, которые говорят вот так вот и никак по-другому. А ведь православие, оно ведь поощряет человека к развитию, поощряет его, обучение, скажем так, правильное взаимоотношение, не навреди другому человеку. Поэтому вот такое вот дискредитивное отношение к астрологии когда-то это началось, и вот на сегодняшний день это вот неправильное понимание существует. Я подсказываю человеку, у тебя жизнь на это дана, чтобы научиться прощать. Или жизнь дана, вот здесь написано, избавиться от гордыни, а это совершенно другая. И человек идет и ищет пути, как с этим справиться. В наши дни астрологические прогнозы весьма актуальны. Многие публичные люди, политики и бизнесмены без советов астролога и шагу не ступят. Очень многие люди строят свою жизнь согласно небесным светилам. Вы гороскопы читаете? Да. Вам помогает? Как вам сказать? Верим. Совпадает, да, то, что там пишут? Бывает, совпадает. В православии человек обладает свободной волей. То есть даже Бог по своей любви не хочет нарушить этот выбор свободы человека. То есть человек может выбрать грех, может выбрать святость. Все зависит от него. И поэтому дальнейшая участь человека зависит также от выбора. То есть дьявол не может в силу своей беспомощности нас затащить в адские глубины, а Бог по своей любви не желает сделать из человека робота безвольного, который там дал программу и все, и иди прямо. Богу важно, чтобы человек сам своей волей, своим сердцем, своей любовью соединился с божественной благодатью. А астрология – это как раз попытка увести мимо Бога и задать программу, по которой человек будет идти. Периодически подбрасывая какие-то кусочки правды в эту программу, чтобы человек посмотрел, совпало же, здорово, и здесь совпало. Да, в нескольких местах совпало, а все остальное ложь. Мы живем в сложное время. Многие из нас не имели возможности получить никакого духовного воспитания и образования. И поэтому не представляют, сколько опасностей может преподнести человеку этот мир. Проблема в том, что те люди, кто излишне доверяет астрологии, они чаще всего попадают в свою ловушку. То есть они снимают зону ответственности за свою жизнь с себя. И в эту ловушку попадают, и проблемы начинаются у самих же людей, потому что ответственность сняли. А астрология скорее инструмент, чтобы познать себя и, наоборот, начать корректировать, то есть управлять своей судьбой с помощью звезд. То есть они это одобряют, они дают на это право. Я пытаюсь обучить людей, чтобы они научились сами принимать решения в жизни и взяли ответственность за свою жизнь. Из всех наук только астрономия удостоилась чести на протяжении тысячелетий иметь рядом с собой наукообразную тень – астрологию. И хотя, по сути, их пути давно разошлись, астрономия стала одной из самых точных наук, а астрология превратилась в социальный наркотик. Именно в нашу эпоху они почему-то сильно сблизились в массовом сознании. Иногда явно, если какие-то операции нужны, финансовые, и предупреждают, что там что-то вам не очень знаком зодиака. Все, я точно постараюсь избежать. У нас свои верования, что называется. Я верующий, сейчас у нас пост начинается, я держу пост, я хожу, соблюдаю все каноны церковные в обязательном порядке. Я и пришла-то к Богу уже после того, как я стала разбираться в астрологии. А как помочь людям?
А как понять, что с ними происходит? Рекомендую своим клиентам, когда надо поработать с покаянием, с гордыней, нужно понять, простить. В чем же глубина проблемы? В том, что даже те люди, которые себя считают воцерковленными, считают себя крещенными, православными, они все равно в эти вещи начинают верить. Да? И опять же, если смотреть в источники средств массовой информации, то куда ни глянь, хоть в интернете, даже открываем там Яндекс.Поиск, да, везде у нас уже ссылочка на гороскопы есть, в электронную почту проверяем, у нас уже гороскоп на день готов, любую газету. Хочу обратить внимание, вот, например, сегодня совершенно случайно нашел, но это случай не единичный, когда светская газета дает церковные новости, а рядышком уже пишет прогноз, вот я не знаю, на неделю, прогноз на неделю, гороскоп, да. То есть это повсеместно. И у людей, конечно же, читая такие газеты, пользуясь средством массовой информации, смотря телевидение, потому что на телевидении здесь тоже очень много всего этого, люди воспринимают, что это нормально. То есть, да, есть Христос Бог, мы православные, но при этом мы еще и должны и можем верить в гороскопы. Вот это, конечно же, проблема. Человек верующий должен понять, что в это верить нельзя абсолютно, нельзя на это обращать внимание и строить жизнь свою, конечно, по заповедям Божьим. Я уверен, что все вообще нужны. Нужны и священники, и астрологи, и астропсихологи. Для каждого есть свой контингент людей, который придет к каждому обязательно. То есть каждому свое. Нет строгого шаблона бытия, в который человек должен неумолимо вписываться своими поступками. Но для полноценной христианской жизни астрологические предсказания являются ненужными и, исходя из свидетельства церкви, греховными. Но каждый вправе решить сам, каким будет его путь. В начале марта по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в городе Салавате прошла первая в истории Русской Православной Церкви зимняя спартакиада православной молодежи Приволжского федерального округа. Церемонию открытия спартакиады предварила божественная литургия в Кафедральном Успенском соборе города Салавата. Богослужение совершил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Его высокопреосвященству сослужили председатель синодального отдела по делам молодежи, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и епископ Салаватский Кумертауский Николай. По окончании литургии состоялся молебен на начало всякого доброго дела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа благословляется, освящается флаги сия. Краплением воды сия освящает и благодати Святого Духа во имя Отца, Сына и Святого Духа. Наверное, в истории церкви это событие будет первым. И замечательно, что оно начинает свое шествие с молодой епархии. Епархия, которая совершенно недавно образовалась в рамках Уфимской митрополии. Я сегодня, представляя святейшего патриарха, как руководитель синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, хотел бы от лица патриарха передать благословение участникам и с этим благословением напомнить. Не самое главное занимать первые, вторые или третьи места. Самое главное – иметь возможность в союзе мира иметь общность и спокойствие духа. Самое главное, чтобы мы все вместе, все здоровые силы общества, и церковь, и государство, и все общественные организации понимали и знали лишь только одно, лишь только в единстве сила наша, в единстве наших вер, в единстве наших сердец. Дай Бог, чтобы через пример этого общего делания, этой молодежной спартакиады, многие люди, особенно молодые люди, находили дорогу к храму, находили дорогу к совершенствованию своей личности, а через совершенствование своей личности и совершенствование всего нашего общества. Я хотел бы пожелать всем участникам спартакиады, спортсменам, которые приехали и откликнулись. Мы даже сами не ожидали такое количество. И оно по мере прибытия увеличивалось в десятки раз. И на сегодняшний день количество участников свыше 200. Из 19 епархий, входящих в состав Приволжского федерального округа.
В рамках спартакиады прошли соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, хоккею, горным лыжам, сноуборду, волейболу, настольному теннису и спортивному ориентированию. Также были организованы дискуссионные площадки. По итогам соревнований 3-е место заняла команда Салаватской епархии, 2-е место – команда Симбирской епархии, 1-е место и титул победителя зимней спартакиады православной молодежи Приволжского федерального округа завоевала команда Ижевской епархии.